называется «Моя молитва». Я его прочитаю на гагаузском. Ты просто смотришь на дядю Ваниш. Да? Стой так. Да, вот так нормально стоишь, да. Вот так вот, да? Да, я Ты записываю. левее, может быть, чтобы нам... Нет, вон туда. Давай. Чтобы он был виден, я был виден. Чтобы мы в кадре были. Ближе, Миша, подойди. Да? А давай ты без кепки. Или с кепкой ему лучше, Миша? Да, без разницы. Читай. Ну давай мы тебе с кепкой. С кепки ты красивее, больше. Benim duam. Yardım tez verirsen sahibi inanırım. Açan savurgun var rahatsız canımda. Kuvvet ver bana. Tek seni yalvarırım. Çağırma aydınla. Kim kayıp yolunda. Sahibi semizle. Niyetinden hep bırakılma. Yardım et oğlunla olma bir yerde. Sevgi ver hem affet. Bizden daha atılma. Kullan bütünle. Sen bizi bu yerde. Tegene sahibi. Ben sana ağlaşırım. Titsi ağaçlar haşladı, kuruttu. Serptin sen kanınla. Çok şükür ederim. Diveç bağlantı kurtulma doğrulttu. Да, да, будь здоров. А теперь послушай по-русски, как это будет звучать. Хорошо? Вот. Послушай, тут из библейских стихотворения, Псалом 4.4, эпиграф. Господь слышит, когда я призываю Его. Стихотворение называется «Моя молитва». Я верю, Господь, что все просьбы, моления сквозь бури, туманы дойдут в небеса. Ведь душу тревожат людские сомнения, сердца их рыдают, бесслезны глаза. О, смилуйся, Боже, к Тебе я взываю, чтоб мудрости свет Твой всем ярко светил. Надеждой и верой сердца согревая, открыл путь спасению, любовью простил. Молитвенно вновь я хочу обратиться, чтоб Дух Твой коснулся заблудшей души. За всех жизнь отдал Ты, чтоб вечность стремиться. Спасение завет Твой, Господь, в нас вложи. Я благодарю Тебя. Да. Как тебе стихотворение? Понравилось? Ну, доброго дня тебе и Божьих благословений во всем. Спасибо. Вот мы встретились на этом пути, и пусть благословит все, что связано с тобой, и все, что вокруг тебя. Спасибо. Да. Как тебя зовут? Коля. Коля? У меня сын Коля тоже. Но он уже большой, он в Кишиневе работает, живет в Кишиневе. А меня дядя Ваня. Очень приятно. Да. Ну, до встречи радостной. Спасибо. Да. Оставайся далее с Богом.